Встречайте! Из Кызыла, столицы Республики Тывы, Чингис Хан Салбырын! Хан, он же наш земляк Чингис Салбырын, чемпион кулачных боев лиги Топ-Дог. За его плечами ни одного поражения, и уже скоро у него состоится еще один титульный бой. Кулачные бои считаются разновидностью ММА. Технически это обычный бокс, в котором участники выходят на поединок с голыми кулаками, без перчаток. Поэтому этот вид спорта считается наиболее жестким и травмоопасным. Кулачные бои не для слабонервных, много крови и много адреналина. Даже именитые боксеры боятся принимать участие, но только не Чингис. Молодой парень без должной подготовки к турниру победил в своем первом же бою. Первый раз там выйти без суеты, там ничего такого не было, что прям переживал. Просто вышел подраться, и оппонент такой прям массивный оказался. У него удар был жесткий такой соперник. Ну и после этого боя я выиграл его раздельным решением судей, оформив красивый нокдаун во втором раунде. Чингис пришел в зал своего тренера Руслана Бырынай, когда ему было 19 лет, без какого-либо опыта в спортивной сфере. Но своим характером, усердием и самодисциплиной он сразу же начал выделяться среди других. Сейчас у чемпиона по кулачным боям идут усиленные тренировки и подготовка к предстоящему турниру. Противник уже известен – Спивак. Именитый мастер спорта России по боксу. Думаю, при должной подготовке Чингис у него должен выиграть. И так выиграть, чтобы вообще вопросов никого не возникало, кто лучший в России. Единогласным решением судей одерживает Тувинский воин Чингис Хан Салбырын! Технически он развивается, он очень думающий, у него этот бойцовский IQ, интеллект там высокий. Я же не первый раз тренирую такого чемпиона. Там есть у меня такие сильные ребята были. Я там прихожу в другие города, я с ним общаюсь, я их тренирую. И я сравниваю, и у Чингиза очень такое четкое понимание у Чингиза природы боя, то есть что такое бой, как должно складываться, и он очень хорошо представляет, что такое именно кулачные бои, вообще поединки. То есть. По словам тренера, никакого финансирования они не получают от профильных ведомств. Им самостоятельно приходится искать спонсоров. Но и среди этих спонсоров есть корыстные люди. При этом на памяти у тренера были и ложные обещания от высокопоставленных чиновников. Руслан поделился одним, самым неприятным опытом. Ты же тренер, я говорю, да. И вот вашему ученику надо было деньги, мы же тогда скинулись, я тоже отнесла. И этот человек, который, такой не бедный в республике, человек, вот он, получается, просто прикарманил эти деньги, и мне за это все время говорит, что никто так и не помог, все такие жадные, прижимистые стали, и спортсменов никто не спонсирует и не хочет помогать. У Чингиса сейчас трудное финансовое положение. Это только кажется, что профессиональные бойцы получают крупные гонорары и хорошо зарабатывают. На самом деле деньги быстро уходят на свои нужды и семьи. А все свое время спортсмены тратят на подготовку к турнирам. Сейчас Чингис приезжает на тренировки с Сукпака, и ему зачастую приходится оставаться ночевать в подвале спортзала, в котором он готовится к турниру. Правильное здоровое питание из-за этого тоже не получается соблюдать. Узнав про то, что молодому талантливому спортсмену необходима помощь, тренер по фитнесу Ангел Даржа сразу отозвалась искренне помочь. Мы хотим поддержать нашего спортсмена, который защищает честь нашей Родины в Москве. Поэтому хотим внести свою лепту, и во время его подготовки к бою пригласили Чингиса в наше недавно открывшееся кафе «Клевер», чтобы он получил должное питание. Я как тренер знаю, что хорошее питание является одной из главных составляющих при усиленных тренировках.
Редакция нашего канала отправила официальный запрос в Министерство спорта республики, чтобы узнать, финансируются ли сборы профессиональных спортсменов. Но мы так и не получили ответа. Неоднократные попытки дозвониться до министерства не обвенчались успехом. Кто может или хочет помочь не на постоянной даже основе, если на постоянной вообще хорошо, там, пока у него вот эти бои, пока у него карьера спортивная. И кто хочет помочь, или есть еще такое слово сотрудничество, то есть Чингис будет как-то по своим возможностям, по своим меркам тоже будет помогать, там, рекламировать, продвигать их услуги, товар. Вот, я призываю таких людей, готовых, которые помочь нам в подготовке, обратиться к нам, связаться с нами и помочь нашему спортсмену подготовиться к бою. В нашей Тыве очень много талантливых спортсменов, но, к великому сожалению, лучшие спортсмены, наши земляки, вынуждены выступать от имени совершенно других регионов и стран, так как они не всегда могут не то что оплатить сборы, а даже приобрести авиабилеты на турниры. А государство не всегда может поддержать чемпионов. Тем самым и происходит утечка перспективных спортсменов, которые могли бы неустанно прославлять нашу родину на российских и международных аренах. А наш Чингис любит родную республику и продолжает выступать под нашим тувинским флагом. Если у вас есть возможность как-либо поддержать сборы нашего чемпиона Чингис Хана, просим позвонить по номеру, указанному на экране. Надежда Солчак, Марат Энмекей, 108 канал.